Глава 6. Торговка сеном. Лежащий при впадении Иркута в Ангару, Иркутск подобен черной птице с распростертыми крыльями. Город был мертвым. Казалось, птицу подстрелил кто-то в лед. Она упала здесь и осталась лежать, так и не дотянувшись до животворной воды. Слава города будто бы закатилась. Для того ли 2,5 века назад русские землепроходцы основали его здесь, на перепутье во все стороны света, на Камчатку, Чукотку, Аляску, в Якутию, Монголию и Китай. Город декабристов, петрошевцев, народовольцев, марксистов, город путешественников, ученых, поэтов недвижно стыл во мраке. В замогильной тишине ночи скрип шагов по свежей пороше казался слышным из конца в конец. Кособокие слепые домишки на окраине притаились. Тогда человек замер и стал вглядываться. Не мелькнет ли в ставнях, в их щели хоть подобие огня? Он стал вслушиваться, не донесется ли откуда какой-либо звук. Шорох будто бы. Да, явственно слышно, кто-то крадется. Что это? Будто бы плач ребенка? И 2 огонька. Человек отпрянул в страхе. Но это прыгнула с крыши дома бродячая кошка. Надо разглядеть как следует свежие следы на пороше, удостовериться. И надо заметить этот дом. На всякий случай, мало ли что за зверь, кроме кошки, прячется за трубой или под крышей. Настало время, когда верить нельзя даже глазам, даже ушам своим. Глубоко затаились. Легче соболя чуткого выследить и настигнуть в тайге, нежели хоть одного из этих проклятых большевиков, холера им в бок. С голоду хоть пропадай. Ночи напролет трет ушами стены домов провокатор и сыщик Капкин. С утра до темна толчется в толпе на рынке, и хоть бы за кончик какой ухватился. Нет добычи. Платит же Капкину не жалование, за добычу платит поштучно. А между тем маху дал Капкин. В доме том как раз и затаилась крамола. Больше 10 оттисков не берет, буквы чуть видны. А если намочить? Что намочить? Да бумагу же. Намочить? Попробуй. Вот так. А теперь подвалик. Ну? Хорошо выходит. А я что говорил? Умница ты у меня, Васенька. Ладно, ладно, целоваться потом. Сушить как-то надо. А ты пеленки сними-ка. Ха, прокламация вместо пеленок. А ничего. Вот так и суши. Тише, кажется, кто-то прошел. Не торговка ли? С чего бы ей ночью? Глянь в щелку, рассвет. Ой, Вася, не успеем же. Руками шевели, языком не мели. Тогда успеем. Сколько там еще чистых листов? 2. Справляйся без меня. Пойду дрова готовить. Торговка вот-вот явится. Осиновое полено надо взвесить на руке. Которое полегче, то и бери. На торце чуть ковырни шилом у самой коры, отскочит кружочек, затычка. Внутри полена полость, дупло. Прокламация надо свернуть трубочку, положить туда, затычка прикрыть и в общую связку это полено. Не бог весть какая хитрость, однако промашки еще не случалось. Бывает и так, чем проще, тем хитрее. Станок к утру разбери, типографскую краску в банке запечатай, шрифт по буквам в ящик с кассетами разложи, закрой и в мешок. Не спрашивай, кому все это пойдет. Не спрашивай, кто писал текст, который ты этой ночью печатал. Ты один на свете с женой своей Настей, ты знать никого не знаешь. Много будешь знать, скоро состаришься. Там, в другом, неизвестном месте другие люди, вроде тебя с Настей твоей, этак же вот ночью глухой все разложат в чулане или в подвале и также будут катать валик до утра. Ты же, товарищ Василий, сиди скромно, дожидайся новых заданий и будь терпелив. К этому призвала тебя
революция. Тише воды, ниже травы до поры. Молодечество успеешь еще показать, на все свое время. А все же, интересно бы знать, что за птица эта торговка. Черт ее разберет. Старуха, а приглядишься, будто бы не совсем. И будто бы не бурятка даже. Глаза, правда, чуть враскос, но и не столь косы для бурятки. Метиска, что ли? Посветлело с востока. Серенькое утро нехотя разведнялось. Из труб пошли дымы. Вон она, не запозднилась, припожаловала. На копне сена сидит Клуша клушей в драной шубе, рваных валенках, голова обвязана черт знает чем, только не шалью. Мухортая лошаденка, запряженная в телегу, лениво переставляет копыта. «Эй, кому сено? Сено продаю!» Видно, в окошко чулана, наспех одевшись, некоторые выходят на этот крик, задрав голову, снизу вверх смотрят на старуху, восседающую на вазу. Перебранка. Торг. Затем дружно, как по команде, покупатели отмахиваются от нее и трусцой спешат каждый в свой дом. Старая дура, из ума выжила. Копешку сена за такую цену корову можно купить. «Эй, кому сено?» И черенком кнута по ставням другого дома. «Стой, Настя!» «А чё?» «Здесь не выходи, пусть мимо проедет. Следят». «Сено продаю. Подохли вы, что ли? Божий день на дворе, а все дрыхнут, бездельники». «Теперь иди. Связка тяжелая, да еще мешок. Может, я донесу?» «Сам же говоришь, следят». Телега с сеном остановилась. Женщина подошла. «Здравствуйте. Как поживаете?» «Какое дело тебе? Поживаю, как могу. Если сено хочешь купить, говори. А нет, так проваливай. Я знаю человека одного, ему нужно сено. Поедемте вместе, покажу его дом». Помягчала старуха. «Спасибо, дочка. Ношу твою давай-ка сюда. Садись». На рынке, куда они вскоре приехали, женщина слезла с телеги и скрылась в толпе. «Кому сено? Кому дрова?» Старуха, кряхтя, спустилась со своей копны, держась за поясницу, проковыляла вокруг телеги и стала притоптывать задубелыми валенками, приплясывать и вертеть головой, как шаманка. Вокруг собралась толпа. «Чай есть у тебя?» Остановилась она перед рослым, широкоплечим молодцом в потертом дегеле. «Плитка чая моя, дрова твоя». «Не нужны мне дрова, апа. Сено купи. Сладко сено, понюхай». И тыкнула парню клочок сена в нос. «Не ем я сено», — отпрянул тот. Вокруг засмеялись. Торжище было шумным, пестрым, но жалким. Консервные банки пустые, ржавые, щепоть махорки в спичечном коробке, голенище валенок, жестяной нательный крестик, мороженые капустные вилки, тряпье, гвозди, старые подковы и бог весь что еще, ненужное никому, но изо всех сил восхваляемые. Но не по товарам этим, а по лицам людей скользил взглядом только что избавившийся от назойливой торговки Батан-ава. После тяжелого боя в дозоре Каландаришвили стоял на своем. Через Тункинскую долину не пошел. Через эту долину он послал одного Батан-аву с заданием отыскать в Иркутске Михея Ербанова и сообщить, что партизанское войско через Аку выйдет к селению Инга. Но как найти человека, не зная его в лицо? Да и здесь ли? На рынке следует его искать. Толпа тем плоха, что в ней легко потерять человека. Но бывает и тем хороша, что если не ты нужного человека найдешь, так тебя самого кто-нибудь из нужных людей отыщет. «Откуда будешь?» Батан-ава оглянулся на человека, который тронул его за плечо. Молодой бурят был под стать ему самому, крепок телом, высок и с бородкой.
Из Улуса работу искать. Вынул кисет из кармана. Куришь? Нет, не курю. Что делать можешь? Черную работу могу. По кузнечному делу, по шорному. Я недалеко отсюда. Улус Тагато. Отец сказал, найди там Михея Ербанова, он тебя устроит. Может, ты его знаешь? Что же, в Улусе нет работы? В батраки не хочу. Этот хомут мне шею стер. Ну, тогда иди в губернский кредит-союз. Там есть один бурят, инструктор-ревизор. А не встретишь, так ищи другого в лесном отделе. Они знают Ербанова. Спасибо. Рассеянно поблагодарил Ботанова, видя, что собеседник что-то умалчивает, и не решаясь прямую спросить. Ну а сам-то он знает ли Ербанова? Болтахинов, а ты? Ботанова. Желаю удачи. И ушел. То был связной иркутского подполья Павел Болтахинов, выгнанный в свое время из духовной семинарии за участие в политическом кружке, а сейчас ради дела вновь туда поступивший. Ботанова про это не знал, и хорошо, что не знал. Всякому знанию свое время. «Ты что мне суешь? Что суешь? Ты жулик, да? Бумага, деньги, тьфу! Это Киренко, это Красной Царской, это голубки. Это себе бери. Я на чай продаю. Зеленый чай давай. Хочу чай пить. Вода, брюхо болит, голова болит. Вот тебе, мать!» Подошел какой-то старик из русских. Половина плитки за связку дров. Зачем половина? Целый давай. Нету больше. Да и дрова твои, погляди-кась, серые, тяжелые, как чугун. Их и до дому не донесешь. Болтахинов Павел тут как тут оказался. Дедушка, я отнесу. Спасибо, сынок, дай тебе Бог хорошую невесту. Ай, дешево отдала. Сокрушалась, глядя им вслед, торговка. Обманули старуху. Стыд нету. Бабка, сено продаешь? Тьфу, обман делай, да? Ты, карга, не плюйся, дело говори. Бумага, деньга. Червонца давай, золото. Алдын империал. Рехнулась, что ли? Золотой червонец ей подавай. Империал за копешку сена. Торгуешь, так дело говори. А шаманить будешь, отведу куда след. Чай давай. Много чая надо. Много-немного, а чё стоит, получишь. Ай да, тут недалеко. Под вечер торговка, умастившись на той же копне, выезжала из города. Патрули на окраине со скучным видом потыкали в копну кто штыком, кто клинком, а старуха тем временем, мешая нерусскую речь с русской, сыпала проклятие на голову горожан. Всем потребно сено, а никто не дает справедливую цену, норовят хапнуть задарма. Так вот им, кукиш. Помитингуй там у меня, ворона картавая. Сшибу вот с трибуны твоей, пущай Бурхан приберет твою душу. Зачем Бурхан? Пыровыславная Христоса. Вот-а. Не по-старушечьи ловко старуха соскочила с копны, достала из-за пазухи нательный крест. Ладно, проваливай. Мой сын Омский застава служи, офицера. Старуха, как честь великую, протянула патрульному свой грязный палец для пожатия. «Проваливай, тебе говорят». «Город ехай буду, водка везу», — пообещала она на прощание и ловко, как молодая, опять взобралась на свою копну. «Ха-ха-ха!» — дружно засмеялись патрульные. «Ха-ха-ха!» — неожиданно отозвалась и старуха, хлестнув кнутом своего Мухортова. Она, как видно, тоже была не без юмора. В стороне от Иркутска, в верстах в 10 или чуть ближе, Прибайкальское потребительское общество железнодорожников содержало небольшую пасеку на закрытой лесной поляне у ручья Топка. Кооперативное имущество за небольшое жалование и долю дохода в прежние времена охранял караульщик, обитавший здесь круглый год в сторожке.
Тот ли самый караульщик жил и теперь в этой сторожке, никто не знал. Вдали от Якутского тракта, за болотом, без малейшего подобия какой-либо дороги, топка была глушь глушью, таежной дырой. Туда и летом-то никого калачом не заманишь, а поздней осенью, да в такое смутное время, нечего и говорить. На поляну, сплошь окруженную лесом, старуха-торговка въехала чинно с трубкой в зубах, будто бы тут, в безлюдье, ожидала ее толпа встречающих. Бородатый мужчина, коловший дрова возле бани, оглянулся, услышав фырканье лошади. «Дарья!» — просиял он и броском врубил топор в полено. «Ан, вот она я! Лови меня!» Она съехала с копны, как это делают дети, катаясь с ледяной горки. Мужчина ловко подхватил ее на руки и принялся целовать. «Люблю ж я тебя, Дарья, растакут твою тунгусину. Ты сымай-ка скорее тряпье твое, баня готова. Ждал я тебя. Поостынь-ка, не жена еще, с баней-то. То есть как? Кто ж ты мне?» «Незаконная. Отвоюем наш закон, будешь законная. С тобой нас не только любовь свела. Вон чего не забудь. Гостинцы есть? Посмотри». Бородач плечом сдвинул копну чуть вбок, поднял доску, заглянул в кузов телеги. Новенькие винтовки редком, патронные ящики, ручной пулемет. Арсенал. Ну, девка паря. Поостынь. Город умер, но город жил. Скрытая жизнь обнаруживала себя то внезапным смехом девушек, то гармонию, то ребячими побоищами, то мирными пересудами баб у колодца. Внутри же и тайна жизнь не замирала даже ночью, хотя в подполье меняется человек. Он, что узник, рвется душа на простор, а ходу ей от стены до стены. В подполье день ото дня устает человек от скрытности, от бдительности и подозрительности, от изнурительной заботы выверять каждый свой шаг. Сердце жаждет покоя, простоты, доверчивости, и уж коли выпадет на то часок, отдай его весь до минутки. На улице Луговой в угловой комнате с окошком во двор при умеренном свете керосиновой лампы сидели за чаем двое, оба буряты. «Значит, большевик, говоришь? Член партии. Это хорошо». Хозяин все искал способ повернуть беседу к задушевности, но гость такого намерения не улавливал. Чай он едва пригубил, сидел на краешке табурета прямо, как перед фотографом, и, глядя на интеллигентно причесанного собеседника, то прикрывал ладонью заплаты на коленях, то поглаживал заросшую щеку. «Когда наши отряды спустятся к Инге, я, Михей Николаевич, должен их встретить». Уже во второй, не то в третий раз повторял Батан-ава. «Мой командир Нестор Александрович приказал изучить обстановку. Можешь доложить, что главная опасность теперь миновала. Мы их тоже встретим. Ты о себе расскажи. Из какого аймака? Улуса. Как к деду пришел?» Не перед женой и отцом сидел сейчас Батан-ава. Здесь не дело у Лигера до утра расписывать. Но про записку в бутылке пришлось рассказать подробно. Ербанов помрачнел. Из Иркутска на судне в подкрепление партизанам отправили группу молодежи. Была в их числе и девушка одна. Это так. Похоронил, говоришь? Что же делать, Михей Николаевич? Место заметил? Заметил. А остальные? Батан-ава развел руками. Помолчали. Да, жестокая наша борьба. Да какой же ярости жестокая. Потомкам рассказать не поверят. Сколько молодых жизней загублено. Особенно эта девушка. Вот как ты сейчас, перед глазами она у меня. Уговаривал я ее. Тебе-то зачем с парнями? Нельзя иначе, говорит. У меня всю семью колчаковцы расстреляли.
Как я буду жить, не отомстивши? Так говорит. И вот ведь что. Не спросил, как зовут ее, как фамилия. Не спросил. Что напишем на памятнике той девушке? Ботанова растерялся. Он чувствовал себя так, словно виновен в том, что не спас ту девушку. Как бы оправдываясь, он сказал: «Сколько раз умирал, сосчитать нельзя. Почему не умер?» «Молодец, что не умер. Победить надо. Непобедимая история нас не простит. Жизнь каждого нам сейчас дорога. Напрасные жертвы вдвойне жертвы. Так дело обстоит». Выложил и Ербанов новости. Оказалось, интернациональные отряды, вышедшие из-под начальства Каландаришвили и не вернувшиеся, были рассеяны. Тысячи красных бойцов замучены в казармах Кяхты. Расстрелян белогвардейцами храбрейший из командиров Рогозин. Отряды Лебедева и Блюменфельда в пути через Тунко разгромлены. Оставшиеся попали в лапы кулаков и зверски убиты. Ботанова, в свою очередь, стал мрачен и сгорбился, будто бы постарел. Такие вести сразят хоть кого. «И все же плакать не будем». Ербанов живо поднялся и стал ходить по комнате. «Роскошь слишком велика плакать, когда драться надо. Драться весело надо. Так скажу тебе, геройский мой товарищ». Ботанова улыбнулся. Он благодарен был за утешение, и ему, в свою очередь, захотелось душевности. Только сейчас, бросив в себя недавнюю скованность, он оглядел комнату, ее скромное убранство. Железную кровать, полуприкрытую ситцевой занавеской, печь, полку с посудой, подошел к этажерке с книгами. «Гоголь», — произнес по складам. «Шекспир». Читать, писать мал научился, книжки ни одной еще не прочел. «Все будет», — заверил его Ербанов, — «когда победим. Другим человеком станешь. Книги тебе дороже хлеба окажутся. Дивиться будешь, как раньше без них жить мог. С книгой человек поднимается выше небес, опускается в глубины моря, в глубины души, не выходя из дома, весь свет объехать может, понять свою жизнь и жизнь народа. С книгой человек без оружия вооружен. Вот как. Для голодного радость — поесть. Но накорми тебя вдоволь, чем пожелаешь, а день как султана, дай табун скакунов, другие какие ни есть радости, ты заскучаешь. Когда победим, не будем голодными. Будет много других радостей, пусть и не сразу. Но книги такой хлеб, что сколько ни ешь, не наешься. Такой аршан, что сколько ни пьешь, не напьешься, не заскучаешь. Такого аршана будет у нас море. Ботанова этой речью, как был застигнут у этажерки, так и стоял, боясь шевельнуться. Лицо его посветлело, оно выражало удивление и восторг. Он шаман. Но не вспомнился ему Хамне-шаман. Попросту не нашлось у него сейчас другого слова. Держать народ во тьме — их старая заповедь. Из ящика стола Ербанов достал тетрадь в клеенчатой обложке, полистал свои записи. «Слушай и вникай. К началу революции в России высших школ было 91, а церквей и монастырей 79 тысяч. Людей с высшим образованием было 112 тысяч. Зато попов и монахов 212 тысяч». Ботанова не понял. Цифры не были для него впечатляющие. Что из этих сравнений добыл для себя Ербанов? Какую истину? Бурят, а тоже непростой человек. До высшей учености не допущен был, говорят. Но и землемер что-то значит. Не всякий бурят землемер. «А мы, буряты?» — осмелился спросить Ботанова. «Много ли среди нас ученых?» «Ученых», — усмехнулся Ербанов.
125 бурят учились в средних школах в прошлом году. Да и то, если бы не революция. Про революцию 905 года знаешь?» Собеседник промолчал. Слышать слышал, но знаю, того Батанова не сказал бы. 125 бурят, говорит. Мало ли? Для него, как видно, мало. Тут уж лучше промолчать. Батанова молчал, а сам думал, как бы ему не показаться вовсе уж темным, чем бы поддержать беседу. Сердечная доверительность, столь жданная гостья, явилась незаметно, как бы неожиданно. Гербанов рассказал собеседнику про Керенского, как тот забавно опростоволосился в Лондоне, куда его пригласил господин Гендерсон. При появлении Керенского на конференции лейбористов многие делегаты встретили его криками возмущения, а тот, думая, что его приветствуют, кланялся во все стороны и расточал улыбки. Велика отрада посмеяться над врагом, а смеянный он будто уж не страшен. Батанова смеялся от души. Стук в окно. Оба примолкли. Затем троекратный дробный стук повторился. Ербанов вышел в сени и спустя минуту впустил нового гостя. Грузным шагом вошел русский, немолодой уже человек в трюхе и полушубке. Хозяин представил гостей друг другу. Иван Таежный, так звали вошедшего, без особой приветливости кивнул, тяжело опустился на табурет, вынул кисет из кармана и принялся вертеть козью ножку. Батанова легко узнал его. Это он утром нынче торговал у бурятки сеном. «Видишь ли, товарищ Михей, сегодня не было минутки закурить». И глянул в сторону Батановы. Настороженно глянул без доверия. «Каландаришвили с отрядом выходит к Кинге», — сказал Ербанов. «Когда?» — оживился Таежный. «Ждать надо со дня на день. Завтра же принять меры на случай засад. Об этом просит дед. Товарищ Батанова от него, посыльный». «Это новость», — Таежный глянул на Батанову без прежней суровости. «Он поможет нам наладить разведку. Ну, что твоя торговка?» «Какую ты артистку мне подослал, товарищ Михей?» — неожиданно просиял Таежный. «Где такую способную женщину отыскал?» «Вот где талант пропадает». «Пропадает?» — усомнился Ербанов. «Ну, не то чтобы так, а все же. Артистка, одно слово. Гляжу на нее, аж не по себе. Знаю, что не старуха, а вот старуха. Ведьма, баба-яга, шаманка. И никаких тебе сомнений. Черт знает что». «Ты сам артист», — польстил ему Ербанов. «Рассказал бы что-нибудь. Например, как ты царю язык показал». «Ну, это по молодости было, по дурости», — уклонился Иван. «Дурость, не дурость, а не будь того языка, вряд ли мы с тобой познакомились. Дело так было», — обратился он к Батанове, видя живейший интерес на его лице. В бытность свою на Балтфлоте Таежный служил на корабле «Павел I». Однажды на яхте «Штандарт» император со свитой обходил корабли. Матросы, выстроенные на палубе, вместо «Ура» кричали «Уфа!». Иные вовсе молчали. А наш герой отличился больше всех. Он показал императору язык. Подоспевший офицер принялся хлестать его по лицу, на что матрос, силой богом необделенный, одним ударом свихнул ему челюсть. По обвинению в бунте всех заточили в Трубецкой бастион. 10, главного бунтаря в первую очередь, приговорили к смертной казни, но позже казнь заменили 20-летней каторгой. Кандалы сняла с него февральская революция, и с тех пор он в Иркутске. При подавлении восстания юнкеров он яростно дрался, а сквозная пулевая рана в груди с той поры и сейчас дает о себе знать. «Сколько раз говорил, брось ты махру свою, черт знает, что за гадость». «Брошу, Михей, вот с Колчаком покончим». «Какие еще новости?» И все же глянул еще раз на третьего. Можно ли ему доверять? «Новость тебе известна.
кивок в сторону Ботановы. Он доложил. Повторяю. Нестор прислал доверенного. Какие новости твои? С торговкой все путем. Хорошо помогает. Хотел бы я на нее хоть издали глянуть. Что за женщина? Без лохмотьев. Не скромен, братец. Ербанов засмеялся. Глянешь, так не осек бы тебя кое-кто. Что еще? Пулемет еще один. В разобранном виде в колодец опустил. Думаю, в гробу переправить. Что-то новое. В столярке у нас все, что надо, делают. Гробы в том числе. Ладно. Как у вас, у русских, говорят? Помогай тебе Бог. И за здравие того покойного. Пусть твой покойник оживет. Победа контрреволюции оказалась призрачной. Это явствовало из способов, какими утверждали и закрепляли колчаковцы мнимую свою победу. Где-нибудь в иных краях, возможно, происходило когда-нибудь нечто подобное. Но в Сибири за всю ее обозримую историю такого еще не бывало. Иркутская губерния была сплошь разграблена. 200 тысяч пудов хлеба, около 10 тысяч голов крупного скота, свиней и птицы несчетно, тысячи сожженных домов. Впрочем, что эти цифры? Какой статистик ходил по пятам грабителей, беря все на учет? И какой статистик мог бы измерить глубину страданий людских при одном только виде расстрелянных и зверски замученных людей, сородичей своих, соплеменников, при виде поруганных женщин, изувеченных стариков и детей? Столько жестокости. Откуда? Зверь, насытившись, и тот становится мирным существом. Победивший тигр бывает ласковее кошки, но люди взяли верх, а победы нет. Беспокойное чувство какой-то глубоко скрытой истины, возможно, и была та никем еще не названная по имени болезнь, про которую толковал полковник Гайда. Как знать, ему, пришлому человеку, со стороны видней. Чувство обманчивости победы из-под воли зрело в каждом, и каждого приводило на некую грань, ставило каждого перед выбором. И вот одни переходили на сторону красных, а другие зверствовали, как бы в отместку за призрачность своего господства, и вместе с тем надеясь уверовать в его истинность. В 200 километрах от Иркутска в селе Инга очередной пир во время чумы справляли каратели, прибывшие сюда из Черемхова. Все жители села, не исключая малолетних, женщин и стариков, были выстроены в одну шеренгу, полукольцом на площади перед сельской управой. Позади них на расстоянии протянутого штыка стояли солдаты числом чуть поменее собравшихся жителей, а впереди перед взводом запасных деятельно размахивал руками маленький узкоплечий офицерик без шинели. Шинель в перекидку на руке носил за ним дюжий солдат. «Приказываю выйти вперед. Повторяю, всем, чьи родственники, мужья ли, отцы ли, братья находились или сейчас находятся на службе у красных. Приказываю выйти вперед». Народ молчал. Офицерик, судя по всему, и не ждал иного. Молчание не только не вывело его из хорошего расположения духа, но будто бы даже обрадовало. Все шло так, как было задумано. «Очень хорошо». Молодецкий хлопнул он себя по коленке. «Кузьма Николаевич». На зов явился мужик, подвижный, не молод, но крепок. Жидкая бороденка была у него на боку от ветра. «Готов служить?» «Укажите нужных людей». Кто бы сейчас вошел внутрь того человека, увидел бы там, попросту говоря, черти что. Рассчитаться с беспартошниками, с гордецами непокорными, с охальниками, с должниками, с речистыми краснобаями. О, как желанно было бы человеку по имени Кузьма! Но можно ли сделать это вот так, принародно тыча в грудь каждого недруга своего? Дурак, как видно, офицерик-то. Ему бы только прокукарекать, а там хоть не расцветай. Он укатит отсель нынче же в ночь, то ли утром, а ему, Кузьме-то Николаевичу, здесь с тем же людом оставаться.
Власть теперешняя укрепится, и то неладно жить. А переменится на красную — гибель, заранее гроб готовь. А могёт и того, могёт и на красную. Какое же решение принять? Не указать ни на кого, так сам же офицерика на эту думку надоумил. Указать на всех, хоть удави самому. Не на всех, вот как надо. На самых злостных, на самых отъявленных. Остальных укрыть, приголубить. Сами же потом будут его должники. Спасибо, Кузьма Николаевич, не выдал. «Ну?» От крика старик пригнулся, как от удара, и двинулся вдоль ряда. На кого же все-таки указать и кого пропустить? Вот она самая зловредная. Муж у нее в партизанах, командир, говорят. Ишь, глазище вытаращила змеюка. Истинно змея, не моргнет даже. На вот, бери меня, жги и режь, не покорюсь. Старик взгляда не выдержал, глаза опустил, да так с опущенными глазами и прошел весь ряд. Что же, нет никого? Ах, проклятущая! Зенками своими связала по рукам, по ногам, и все таращится. «Вот это!» — истошно крикнул старик и указал на женщину. Солдаты в тот же миг схватили ее и вывели на середину. «Всех красных проверим, красные ли?» — объявил офицерик. «Мороз покажет. Ха-ха-ха. Приступить!» Солдаты набросились на женщину, принялись срывать с нее одежду, и старик во второй раз двинулся вдоль ряда. Вопли женщины и ропот собравшихся мешали ему обдуманно совершить свое дело. Он наугад, в кого не придется, тыкал скрюченным пальцем, а солдаты сейчас же хватали жертвы. Нагая женщина, как могла, прикрывала себя руками. Мужчины, которых по указке старика вытащили на середину, окружили ее, целомудренно повернувшись к ней спиной. Но солдаты принялись срывать одежду из мужчин. Сами нагие, они теперь не знали, кого им больше стыдиться. Наготы своей, людей и солдат ли, вокруг стоящих или женщины этой. «Ой, лишеньки!» — голос чей-то. «Что делают? Мамочка родная, что они делают?» Офицер живо подскочил к 3 молодухам, стоявшим с краю. «Немного стесняетесь? Это ничего. Фельдфебель». «Так что, господин капитан, рогатого скота 17 голов, лошадей 13 и 21 свинья в огороде у церкви». «Сам ты свинья. Отведи девушек в дом и займи их, пока не вернусь». «Слушаюсь, господин капитан». «Селяне, вот эти люди красные, под рубахами их не видать, а сейчас всем видно, что красные, ха-ха. Демка, шинель». Верзила Демка, как пальтецо на ребенка, надел на офицерика его узкоплечую шинелишку. «Завтра этих людей в эшелоне спецназначения мы отправим к атаману Семенову. Мы их судить не будем, нет. Их атаман рассудит. Он знает как. Запереть их». Пинками и прикладами в спину несчастных погнали к Овину Кузьма Мироеда, а сам Мироед взял в охапку их барахлишко и двинулся следом, роняя на ходу то сапог чей-нибудь, то шапку, то рукавицу, поднимая и снова роняя то валенок чей-нибудь, то портянку, то юбку, то рубаху. «Разойтись по домам», — объявил офицерик. И, как бы пример тому подавая, первым заспешил к дому, куда фельдфебель увел 3 молодух. Вдруг со стороны церкви донесся удар колокола. Бам! Этот звук чрезвычайно поразил слух и остановил вожделенный бег маленького женолюбца. Он прислушался. Бам! С той же стороны донеслось еще раз. Каратель выхватил наган. «Всех вернуть!» А как вернуть? Кроме солдат, ни души на площади, как ветром сдуло. Захлопали ворота и ставни, залязгали заложки, спущены с цепей собаки. Опять всех собрать на полдня мороки. А главное, для чего? Не проще ли?
окружить церковь, обследовать колокольню, привести ко мне этого звонаря». «Бам!» — донеслось в ответ. Мироед Кузьма перекрестился. Первым вошел воин и бросил свою охапку. «Вот одежда ваша. Не виноватый я, подневольный». «Погоди, кровосос, мы с тобой еще посчитаемся. А не мы, так другие тебя отомстят». «Не виноватый я», — бормотал и пятился назад Кузьма. «Подневольный я». Солдат закрыл ворота авина и стал прилаживать снаружи оглоблю вместо запора. А Кузьма-мироед дивился зрелищу. Прямо возле авина, чуть обочь на веревке, перекинутой через сук на березе, висел и дрыгал ногами звонарь Тишка, мужик юродивый, сельский дурачок. «Бам!» В очередной раз донеслось со стороны церкви. «Варначина, что удумал?» Только сейчас дошло до Кузьмы. Уловка была нехитрой. Тонкая и длинная волосяная веревка другим концом прикреплена была к языку колокола. Звонарь подавал набат не с колокольни, а отсюда издалека. «Сено надо? Сено купи!» Торговка подъехала верхом на копне, откуда-то черт ее принес. «Проваливай, ведьма! Эй, Тишка, гаденыш, подь сюды! Солдат, хватай его!» Оглобля к воротам никак не прилаживалась. Солдат растерялся. То ли ему запор городить, то ли кого-то еще ловить. «Бам!» — донеслось еще раз. Узрев, наконец, драгоногого на веревке, солдат, хвать ружье и к нему. Но дурачок Тишка, не будь дурак, прямо с веревки сиганул ему в голову. Ружье отлетело в сторону, а враги, как братья родимые, в крепких объятиях друг друга покатились по жухлой траве под угор. Старик схватил оглоблю. Голые в авине, как видно, еще не успели одеться. Скорее припереть их, не то беда. «Сено будешь купить?» Усердствуя с оглоблей, матерясь и потея, старик скосил глаз в сторону и обомлел. Старуха-торговка стояла в 2 шагах от него, наставив на него винтовку со штыком, ту самую, которую вышиб из рук солдата драгоногий Тишка. «Дешев даю, эй!» Копна на телеге покачнулась, медленно накренилась и вдруг свалилась с телеги на сторону. Из телеги, как черт из сундука, весь в клочьях сена, выскочил бородатый русский с наганом в руке. От сильного броска оглобля взвилась и улетела куда-то. Ворота авина настежь. «Живо, живо! Обуетесь потом!» «А этого гада куда?» «Шлепнуть!» «Нет, так не гоже. Судить его будем». Связанного старика, как тюк рогожи, бросили в телегу. А перед церковью исходил в бессильной ярости плюгавенький капитан. «Как это может быть? Колокол звонит, а нет никого. Трусы. Перестреляю, передушу». «Эгей, это я, Антип, с колокольни. Ваш бродь, тут-то нет никого. Я да Степка». «Врешь, сволочь». Увлеченный поимкой звонаря никто не заметил, как на площадь со стороны авина на полном скаку вынеслась мухортая лошадь, запряженная в телегу. Возница-старуха нахлёстывала ее кнутом. Недавних 5 обреченных разглядели лишь после того, как телега протарахтела мимо. Офицер вдогонку пальнул из нагана, затем взмахнул обеими руками, будто хотел взлететь, и рухнул. Это с тачанки хлестко вдарил ручной пулемет. Тот самый, вынутый по частям из колодца и собранный. Переправленный в гробу, тот самый.